самом сердце Алматы стоит настоящий храм искусства, где традиции прошлого сливаются с устремлениями будущего. Казахская национальная консерватория имени Курмангаза не просто учебное заведение, а символ культурного наследия, который вот уже 80 лет задает ритм музыкальной жизни страны. Основанная в 1944 году, в период Великих Испытаний, консерватория стала местом, где музыка дарила людям надежду, вдохновение и силу. Именно в те суровые годы начиналась история, которая сегодня звучит на всех континентах. Имя Курмангаза, великого композитора и дамбриста, стало символом национального духа. Его музыка – это голос степи, отражение истории и характера казахского народа. Консерватория бережно хранит и развивает эти традиции. Қазақ ұлттық консерваториясының Құрманғазы атауын алып жүруінің өзінде үлкен мән бар. Кез келген қазақ үшін Құрманғазы күй өнерінің эталоны, шеберліктің шыңы. Жаһандану тұсында қазақ өзінің болмысынан, мінезінен айырылып қалу қаупі бар кезде, оны тек қана осы мәдениет арқылы, өнер арқылы құтқарып қалуға болады, сақтап қалуға болады. Өйткені ұлттың дамуына үлес қосып, жастарды тектілікке тәрбиелеп отырған өнер ордасы ол консерваториямыз. Сол консерваторияның 80 жылдығымен мен өзімнің әріптестерімді қуана құттықтаймын. Ұлттық өнеріміз, консерваториямыз жасай берсін деген тілек айтамын. С первых дней основания консерватория стала местом, где талантливейшие педагоги передавали свои знания и вдохновение молодому поколению. Их вклад заложил основы великой школы. Благодаря таким мэтрам, как Ахмед Жубанов, Евгений Брусиловский, Газиза Жубанова и десяткам других, выросло целое поколение казахских музыкантов, которые и сейчас, сохраняя традиции, передают свое умение последующим поколениям. Когда была здесь первый курс, я была студенткой консерватории, я видела вот этих мэтров. Ну, конечно, вот Газизу Ахмед, Мёрки Гали Рахмадиевича, Клушкина Юрия Степановича, Малгаждара Убакирова, Кунуспекова, Кенжебека и многих других. Конечно, Ирмек Серкибаев, конечно, Бибигуль Ахмед Толегенова, Роза Джаманова. Я помню, как меня напутствовала Роза Багланова, встретила меня в Казах-концерте. Я еще молодая студентка, только приехала из Москвы. Она говорит: кто это? Улыбчивая девочка. Ну, я рассказала про себя. Она говорит: пожалуйста, сохрани свое искусство на протяжении всей жизни. Представляете, вот так говорит. А то сейчас, говорит, это кто-то сверкнет и потом пропадает. Постарайся сохранить. Ой, прям напутствие такое. Сегодня преемственность поколений – это одна из главных ценностей консерватории. Здесь работают те, кто сам был воспитан этими стенами. Сотни выпускников консерватории прославили Казахстан на мировых сценах. Их имена известны далеко за пределами страны, а их музыка объединяет культурой. Каждая победа, каждая награда – это доказательство высокого уровня музыкального образования в Казахстане. Выпускники консерватории – это ее гордость, ее культурные послы. Каламхаз Жумабаева – одна из тех, кто, проработав с ведущими оркестрами мира, вернулась в страну, чтобы радовать публику здесь, формировать молодое поколение исполнителей. Было заложено то зерно правильное, хорошее, качественное, которое, в общем-то, и нас сейчас всех держит в тонусе. Мы не можем свернуть ни налево, ни направо. Наша дорога только вперед. Нести хорошее, воспитывать новые поколения, учить их хорошему, доброму, главному, что ли. Стало чуть труднее и доносить информацию, потому что сейчас очень быстро все меняется, и молодежь очень хочет, чтобы было быстрее. К сожалению, есть моменты, не моменты, а есть период становления, обучения, он всегда занимает время. Это всегда, это невозможно сделать
одномоментное. Это процесс духовный, это культура, это то, что отличает нас от всех. Консерватория — это не только про музыку, это про общую культуру, про воспитание личностей, достойных личностей, которые будут нести в итоге культуру в массы, взращивать новое поколение. Наряду с академическими дисциплинами Национальная консерватория во главу угла ставит сохранение и развитие традиционного казахского музыкального искусства. Нургисат Линдиев, Малгаждаров Бакиров, Кенжибек Хамспеков и десятки других талантливейших музыкантов внесли свой вклад в развитие традиционного казахского музыкального жанра. И сейчас здесь учится талантливая молодежь, которая будет и дальше возносить наше искусство. Жалпы консерватория музыканттар дайындайтын жер, енді оның әлемдік өнерде алатын орны ерекше деп ойлаймын. Себебі жалпы біздің 80 жыл бойы жиналған тәжірибеміз ол көптеген мықты мектептерден алынған, сол кездері дұрыс сондай бағытталған, сондай білім беру ордасы. Сондықтан, мысалы, біздің кез келген музыкантымыз қазір шетелге бара алады, ол жақта да сабақ бере алады, ол жақта да концерт бере алады. Әрине, заманға лайықтап та біз бір нәрсе жасағымыз келеді. Тек қана, мысалы, оқу бағдарламасы ғана емес, ол міндетті түрде. Бірақ, мысалы, заманға сай бір жаңадан қазіргі мына технологияларға байланысты, музыканы да жан-жақты орындағымыз келеді. Ондайда біз қазір көптеген жобалар дайындап жатырмыз. Әрине, ол кәсіби тұрғыдан өте жоғары дәрежеде болу керек деп есептейміз, сондықтан оған қатты көңіл бөлінген. Бірақ жастар қазіргі заманауи нәрселерді жасап келеді. Сегодня консерватория смотрит вперед, открывая новые имена, новые горизонты и новые смыслы. В преддверии юбилея консерватория провела целый ряд мастер-классов с ведущими музыкантами, дирижерами, исполнителями, а ведь это именно то, что нужно сегодня студентам. Вот эта юбилейная дата, это, конечно, определенный, как сказать, это период переосмысления, потому что за 80 лет столько всего произошло. Сейчас даже по-другому звучат аккорды, по-другому звучит музыка. Вот, и поэтому мы видим, что это люди будущего, это люди, которые должны быть открыты и в то же время иметь то самое критическое мышление, быть открыты, при этом прославлять ту ценность, которая у нас есть, с учетом всех изменений сегодня. То есть это очень важно и ценно, поэтому в консерватории многое лето, и всем педагогам, всем нашим гостям, конечно, которые приедут, мы этому очень рады. Вот. Но самые ценные, конечно, у нас это студенты. И мы всегда об этом говорим, потому что каждый год поступает 250 человек, которые завтра станут предводителями, которые завтра люди, которые отнесут в мир вот эту главную ценность. Это ценность любви, мира, красоты, любви. Поэтому это важно. И это не просто эмоция, это очень базовое, это очень ценностное, это всегда изучается. Вот мы над этим работаем, все впереди. 80 лет по меркам истории совсем небольшая дата, но это прекрасные годы, которые сформировали казахскую академическую музыкальную культуру. И в том, насколько знаменита своими дарованиями казахская земля, несомненно, есть вклад и Национальной консерватории. Национальная консерватория – член Ассоциации европейских консерваторий, которая объединяет 67 партнеров из 27 стран. Более 600 студентов показывают свои достижения в 20 творческих коллективах консерватории, а это студенческий смешанный хор и 5 оркестров – симфонический, камерный, духовой, фольклорно-этнографический и оркестр казахских народных инструментов. Преподавательский состав консерватории – народные артисты, заслуженные деятели республики, ведущие музыканты и профессора. Я хочу поздравить, конечно, в первую очередь ветеранов консерватории, которые, несмотря на свой возраст, продолжают работать и передавать свои знания, передавать свой опыт молодежи. Я хочу поздравить также
студентов, которые оказались в консерватории в момент расцвета. Они оказались среди талантливых преподавателей как среднего поколения, так и ветеранов, о которых я говорил. Им нужно воспользоваться этой просто удачей быть в такой творческой среде. И всем сотрудникам консерватории, которые помогают строить учебный процесс, всем пожелать крепкого здоровья и больших успехов, потому что консерватория, она кузница талантливых кадров, а кто рядом с талантливыми людьми, тот всегда должен быть счастлив. С обретения независимости государство всегда особо относилось к консерватории, потому что даже в самые трудные годы становления было ясно, что оплот культуры, альма-матер всех музыкантов должна не только существовать, она должна развиваться, потому что юные студенты сегодня – это мировые звезды уже завтра. Чтобы в мире знали, потому что страна, которая имеет консерваторию, уже считается развитой страной. Потому что страны, у которых нет консерватории, нет специального музыкального образования, это считаются развивающиеся. Если есть консерватория, если есть симфонический оркестр, если есть оркестры, училища, музыкальные школы и консерватории, университеты искусств, это страна высокого уровня. Поэтому я с оптимизмом смотрю в будущее и поздравляю родной коллектив консерватории с 80-летием. На прошедшем юбилейном концерте в своем поздравлении президент страны Касым-Жомарт Токаев отметил, что за 8 десятилетий Казахская национальная консерватория внесла огромный вклад в подготовку специалистов по сохранению и развитию нашей традиционной музыки. В стенах этого учебного заведения раскрыли свой талант и продемонстрировали всю мощь и своеобразие нашей музыкальной культуры знаменитые выпускники. И отрадно, что молодое поколение с достоинством приняло эту почетную эстафету и продолжает популяризировать нашу культуру по всему миру. И здесь, конечно, нужно начинать с того, что в стенах консерватории сформировалась элита отечественной композиторской школы. Их произведения легли в основу формирования современной казахской музыки и давно признанной классикой у нас и за рубежом. И здесь не нужно забывать, что здесь обучались и оттачивали мастерство наша оперная прима Бибигуль Ахметовна Тургенова, наш любимый Алибек Мусаевич Днишев, скрипач-виртуоз и дирижер Марат Бисельгалиев, всем известный и любимый нами композитор Александр Зацепин и многие другие музыканты, чьи имена без преувеличения вписаны золотыми буквами в истории нашей культуры. И здесь особенно хочу отметить преподавателей, ковавших славу консерватории. Благодаря своим педагогам она остается главной кузницей классических музыкантов нашей страны. Ну и очень важно отметить, что глава государства неизменно уделяет особое внимание развитию сферы культуры. Поздравляю всех причастных с юбилеем консерватории. Желаю всем новых творческих достижений, неиссякаемого вдохновения и удовлетворения от проделанной работы. 80 лет для консерватории Казахстана, страны, устремленной в будущее, это только начало. И мы все уверены, что нынешние студенты, обретя здесь бесценные знания у педагогов, прославят нашу страну на весь мир, а потом вернутся сюда, чтобы передать свой опыт последующим поколениям и делиться знаниями. Потому что Национальная консерватория имени Курмангаза – это не просто учебное заведение. Это место, где рождается музыка, способная изменить мир. Место, где звучит душа Казахстана.